Сотрудники МВД по Чувашии изъяли крупную партию спиртного с поддельными акцизными марками. Подробности этой истории у моей коллеги, представительницы пресс-службы МВД, ведущей рубрики «Вести. Дежурная часть» Алена Николаева. Алена, недавно ты говорила о том, что была изъята партия в 5000 литров. Насколько велики масштабы этой партии? Добрый вечер. Общий объем изъятого контрафакта на этот раз составляет 25 тысяч литров. Коробки с алкоголем хранились в нескольких гаражных боксах, а на продажу они выставлялись под этикетками известных брендов. А ключи у кого? У нас у каждого есть свои ключи. Я поэтому свой ключ никому не даю. В Чебоксарах полицейские ведут расследование уголовного дела, связанного с распространением немаркированной алкогольной продукции. Установлено, что оптовый поставщик наряду с легальной алкогольной продукцией завозил в республику нелегальный товар и наладил его поставку в торговые точки республики. Значит, у вас ключей нет. Открывать вы не будете. Нет. Вам предложили открыть добровольно, вы отказываетесь. Вы понятые услышали, да? Человек отказался добровольно открыть замок. В ходе обысков сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской республике из торговых складов было изъято свыше 26 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которую злоумышленники реализовывали под торговыми марками известных брендов. Также изъяты бухгалтерские документы о поставке спиртного, этикетки и поддельные акцизные марки. В отношении директора и 3 работников организации Следственным управлением МВД по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования», а также по части 6 пункта А статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание организаторам бизнеса, предусмотренное законодательством, до 6 лет лишения свободы. Организатор нелегального бизнеса находится под стражей, а в отношении его подельниц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Следствие в целях возмещения ущерба наложило арест на имущество подозреваемых. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места производства суррогата.